Около 500 нарушений различного характера. Именно столько выявлено Советом безопасности региона за 2018 и первое полугодие 2019 в образовательных учреждениях. Работа проводилась в рамках предоставленных в прошлом году полномочий Госинспекции труда. Совбезом проведено свыше 80 проверок на предмет соблюдения законодательства о труде и охране труда. Из них 56 внеплановых проверок, в том числе по обращениям граждан о защите трудовых прав работника. Самые распространенные нарушения – порядок обучения и проверка знаний об охране труда, нарушение трудового законодательства, связанные чаще всего с оформлением и расторжением трудовых договоров, отсутствием графиков отпусков и расчетных листов по заработной плате. На совещании озвучивает все замечания в адрес Минобра, которые министерство обязано устранить в кратчайшие сроки. Многие замечания, которые были озвучены, они связаны с тем, что не финансируется реализация данного мероприятия. То есть, допустим, проведение специальной оценки условий труда. Как мною было уже озвучено на совещании, чтобы провести эту оценку, нужно определенные денежные средства, но у руководителя учреждений, у самой школ и этих денег нету. То есть нами работа, которая зависит от руководителя, от аппарата министерства, она проведена, направлены соответствующие заявки, письма в Минфин Республики Ингушетия. Как бы уже было отмечено представителями Совбеза, есть план реализации мероприятия, но на самом деле учреждениями данные мероприятия не реализуются. По каждому их замечанию министерства будет проводиться служебная проверка, по результатам которой замечания будут устранены, а лица, допустившие нарушения, будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Речь также зашла о своевременном предоставлении декларации о расходах и доходах. Собравшимся еще раз напомнили, что все сведения предоставляются в виде справки по форме, утвержденной указом президента России под номером 460. В них должны быть отображены данные о доходах, полученных из всех источников. И, конечно, ошибки в этом деле недопустимы, подчеркивают представители Совета безопасности. По каждому документу будет проводиться проверка достоверности предоставленной информации. В соответствии с действующим законодательством, первый этап приема декларации мы уже прошли. Сдача деклараций, выставление их на официальный сайт уже мы получили. Дальше у нас идет анализ и проверка деклараций руководителей государственных органов, а также руководителей государственных учреждений и государственных и муниципальных служащих. Проводится соответствующая работа, анализ сначала идет, потом проверка. По результатам этих проверок будет вынесено нами уже решение. Будут заседать комиссии по конфликту интересов. Люди, которые допустили нарушения, это те, которые предоставили недостоверные сведения, они будут наказаны в соответствии с действующим законодательством. Будут к ним приняты дисциплинарные взыскания, вплоть до увольнения. Еще хочу отметить, что у нас в этом году по муниципальным должностям 9 человек 9 депутатов сложили свои полномочия по утрате доверия. Ихний список у нас в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации. Мы их направили в федеральный центр правительства Российской Федерации для включения их в федеральный регистр по утрате доверия. Затронули тему и о горячей линии по теме коррупции, открытой в Совете безопасности республики. С начала года поступило свыше 40 обращений различного коррупционного характера. Из них по линии Министерства образования 9. По каждому из них будет проводиться тщательная проверка. Все обращения, поступившие на телефон горячей линии, регистрируются. В законом установленные сроки направляются по подведомственным учреждениям. После выявления подтверждения данного факта материалы направляются в прокуратуру или органы МВД. В аппарате Совета безопасности, то есть в здании правительства, функционирует ящик доверия. У нас функционирует адрес электронной почты именно по обращениям Совета безопасности. Ну и, соответственно, телефон горячей линии. Независимо от обращения, будут они анонимно или адресно, все обращения будут рассматриваться в законом установленные сроки и как положено. По результатам всех проверок руководителям подведомственных Министерства образования учреждений выдают предписание. Устранить выявленные нарушения необходимо в установленные сроки, а виновных лиц привлекут к административной ответственности. Светлана Томова, Магомед Белокеев. Новости 24.